Эта земля пропитана кровью. Летом 1942 года здесь, на берегах Волги, началось самое длительное и кровопролитное сражение Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Через Сталинград шли все коммуникации на юг и восток нашей страны. Немецкий генерал Фридрих Паулюс одним из первых предлагал занять Сталинград и превратить его в базу для наступления вермахта на южные районы Советского Союза для похода за бакинской и грозненской нефтью. Кроме того, для Гитлера имела значение символика. Он рассчитывал использовать в пропаганде разгром Красной Армии в городе Сталина. Из директивы Адольфа Гитлера номер 41 от 5 апреля 1942 года. Мы должны снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику. Цель заключается в том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности важнейших военно-экономических центров. Немецкие войска на южном фланге были разделены на группу армий А, наступающей непосредственно к Кавказскому хребту, и группу армий Б, нацеленной на Сталинград. Основу мощи группы Б составила самая боеспособная 6-я армия вермахта под командованием генерала Фридриха Паулюса. Ее поддерживали танковые и моторизированные дивизии. Вражеское наступление на Сталинград началось 17 июля 1942 года. Этот день стал началом Сталинградской битвы. Из приказа Наркома обороны СССР номер 227 «Ни шагу назад» от 28 июля 1942 года. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно явиться требование: ни шагу назад без приказа высшего командования. 23 августа германская авиация нанесла массированный бомбовый удар по городским кварталам. В огне пожарищ погибло более 40 тысяч сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. Происходящее напоминало настоящий ад. Развернулись упорные и кровопролитные оборонительные бои за сталинградские кварталы. Город защищали соединения 62-й армии генерала Василия Чуйкова и 64-й армии генерала Михаила Шумилова. Штаб Чуйкова находился чуть ли не на линии окопов. Командарм находился в самом пекле, рядом с бойцами. В кварталах города, превращенных в руины, солдаты сражались за каждый камень, за каждый клочок земли. Из донесения немецкого генерала Вент фон Витерсхайма. Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Население взялось за оружие. На поле боя лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Ничего подобного мы никогда не видели. Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого можно было просматривать и обстреливать значительную часть города. Эта высота переходила из рук в руки несколько раз. До берега Волги многим немецким частям оставалось пройти всего 150-200 метров, но они так и не смогли этого сделать. На выручку обороняющимся в ночь на 15 сентября под жесточайшим вражеским обстрелом через Волгу была перенаправлена 13-я гвардейская дивизия генерала Александра Родимцева, которая сходу вступила в бой и отбила у противника Мамаев курган. Сержант Яков Павлов вместе с 3 бойцами захватил 4-этажный дом в центре города, окруженный немцами. На 3-е сутки в дом прибыло подкрепление под командованием старшего лейтенанта Афанасьева, доставившее пулеметы, противотанковые ружья и боеприпасы. На 2 месяца руины дома стали неприступной крепостью. Генерал 62-й армии Василий Иванович Чуйков. Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше,
чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. Немецкий солдат Отт писал из Сталинграда: «Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения. 58 дней мы штурмовали один единственный дом». Этот дом впоследствии был назван Домом Павлова и стал одним из символов Сталинградской победы. Отважно действовали в руинах Сталинграда советские снайперы: донайский охотник Максим Пассар, рабочий завода «Красный Октябрь» Петр Гончаров. Легендой стала боевая работа снайпера Василия Зайцева, уничтожившего 225 вражеских солдат и офицеров. Воины Красной Армии сближались с гитлеровцами на расстоянии броска гранаты. Затем переходили в рукопашную схватку, действуя штыком и саперной лопаткой. Героизм, как отмечали многие свидетели Сталинградской битвы, стал для советских воинов обыденным делом. Сталинград оставался неприступным для немцев. Тем временем советские полководцы готовили наступательную операцию под кодовым названием «Уран». Решающую роль в ней было суждено сыграть войскам Донского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский, будущий маршал, а в те дни генерал-полковник. В 7:30 утра 19 ноября 1942 года залпами «Катюш» началась 80-минутная артподготовка. Оборону гитлеровских войск громили 3500 орудий. Это был невиданный до той поры артиллерийский удар. В 8:50 в атаку перешла пехота и танки. Сотни германских самолетов были сбиты советскими зенитчиками и истребителями. Это был старт советского контрнаступления под Сталинградом. Враг был подавлен сокрушительным огнем и мощью Красной Армии. С этой битвы начался перелом в Великой Отечественной войне. 30 ноября советские войска практически окружили и блокировали фашистов в Сталинграде. Блокированная армия Фридриха Паулюса получила боеприпасы и продовольствие через воздушный мост. На выручку к Паулюсу двинулись войска группы армии «Дон» под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Но прорыв Манштейна захлебнулся в кровопролитных предновогодних сражениях в районе Котельниково. 9 января фельдмаршал Паулюс получил ультиматум с предложением о прекращении сопротивления, который он отклонил. 10 января советские войска развернули наступление. К концу января остатки немецких войск были зажаты в руинах Сталинграда. Гитлер требовал сражаться до последнего солдата. Но ранним утром 31 января 1943 года фельдмаршал Фридрих Паулюс вместе со своим штабом сдался Красной Армии. В плен попали 24 генерала, 2500 офицеров и около 90 000 солдат. 2 февраля капитулировал последний, 11-й немецкий корпус генерала Карла Штрекера. Командующий Донским фронтом генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский. Выполняя ваш приказ, войска Донского фронта в 16:00 2 февраля 1943 года закончили разгром и уничтожение сталинградской группировки врага. В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника, боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились. Впервые за многие месяцы в Сталинграде наступила оглушающая тишина. Ни бомбежек, ни артиллерии. Безмолвие воцарилось на руинах города, в котором перед войной проживало почти 500 000 человек. Странно было слушать эту тишину. Какая-то особенная, ясная и величественная. И над обледеневшей Волгой, с вмерзшими в нее остатками барж и пароходов, воздух от тишины звенел, словно тонкая струна. Из статьи корреспондента газеты «Красная звезда» Константина Симонова от 12 марта 1943 года. Когда слово становится символом, оно тем самым становится нетленным и вечным.
когда символом становится город, он тем самым тоже делается вечным городом. Когда сейчас тысячи людей смотрят картину «Сталинград» и видят на экране развалины домов, пустыри, выжженные кварталы, развороченное и перемешанное железо и камень, то как бы ни страшно было это зрелище, какой бы пустыней ни казался этот город, едва ли у кого-нибудь рождается сомнение в том, что он возродится из пепла и гари, из развалин и пустырей, что он будет вновь выситься над Волгой. Вся сила русской души, все упорство русского характера проявилось в дни обороны Сталинграда. Не было и нет мужества крепче и участи выше, чем подвиг героев Сталинграда. И тех, кто навсегда остался там, в Сталинградской земле, и тех, кто вышел живым из огня. В свой срок, не поздно и не рано, придет зима, замрет земля, и ты к Мамаеву кургану придешь 2 февраля. И там, у той заиндевелой, у той священной высоты, ты на крыло метели белой положишь красные цветы. И словно в первый раз заметишь, каким он был, их ратный путь. Февраль, февраль, солдатский месяц, пурга в лицо, снега по грудь. 100 зим пройдет и 100 метелиц, а мы пред ними все в долгу. Февраль, февраль, солдатский месяц, горят гвоздики на снегу.